Казахстанские солдаты и офицеры отныне уже официально будут управляться российскими военными. Войска ОДКБ переходят под единое командование так называемого координирующего государства России. Чуть больше года потребовалось властям Казахстана, чтобы ратифицировать проект, предложенный Путиным. Через неделю после начала войны в Украине, 3 марта 2022 года, Путин внес в Госдуму протокол о координирующем государстве ОДКБ. 5 апреля 2022 года протокол был ратифицирован Российской Госдумой. И уже через год, 31 мая 2023 года, парламент Казахстана единогласно проголосовал за проект Владимира Путина. Чтобы казахи не волновались и не возмущались фактическому переходу своей армии под управление России, проект Путина, представленный в Мажилис, пытались замаскировать сопутствующими темами правового статуса и материально-технического обеспечения войск ОДКБ. Обсуждения в Мажилисе как такового не было. Протащили законопроект тихо, без шума. Законопроект по изменениям в соглашениях ОДКБ представил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов. Весь достаточно громоздкий проект Путина, касающийся многих сфер деятельности ОДКБ, в том числе материально-технического обеспечения войск ОДКБ, генерал-лейтенант Камалетдинов умудрился уместить в 1 минуту 52 секунды. И это со всеми своими приветствиями и расставаниями. Впрочем, ручные депутаты не возражали. Для создания видимости обсуждения парочка депутатов даже задала дежурные вопросы Камалетдинову. Но тут не обошлось без конфуза. Сол контингенттің аскерлері бір оқ жасалған жоқ. Согласно сценарию, генерал Камалетдинов должен был ответить следующее. Войска ОДКБ в январе 2022 года в Казахстане не выпустили ни одной пули. Вместо этого растерявшийся генерал сказал буквально следующее. Солдаты того контингента не изготовлена ни одна пуля. Начальник Камалетдинова, министр обороны Руслан Фатихович Жаксылыков, на заседании Мажилиса не присутствовал из-за незнания государственного языка. Переходом армии Казахстана под управление так называемого координирующего государства будет заниматься именно Руслан Фатихович. У него, как выпускника Академии Российского Генштаба и бывшего командира одного из российских подразделений, есть давние и прочные связи с рашистским военным командованием. Путин хочет использовать казахстанские войска в своих целях. Самый предсказуемый вариант использования – это отправить казахов охранять границы России где-то в район Белгородской области, там, где у рашистов не хватает сил для оборонительных боев.